Ну что, Петь, можно прогуляться немножко, да? Размяться, пока в пробке. Я знаю, о чем мы ждали. Мы же думали, что это ремонт дороги. Вон же едет. А, это ЖД идет. Вот если там вот припарковаться, ты бы классно заснял бы, как весь состав какой. Какой длинный состав, очень длинный. Вот сейчас он пройдет, и нас откроет, мы поедем. Куча машин, да, стоит? Тут вообще, по-моему, это полстраны встало. Пока стоим. О, еще один идет. О, сейчас долго ждать будет. Куда? На одно. Дорога долгая, еще 700 километров. Давно, кстати, нет. Якутск справа выходит. А здесь правильно как. Ножички пошли. Разгинаться, да? Поворотики. Кто худо, кто худо? Вот. А вы случайно не фитнес-тренер? О. Это то же самое. Да. И мастер поворачивается. Петь, ну как тебе фитнес на дороге? Клубную карту приобрел? На свежем воздухе. Клубная карта от девушки, которая занимается наращиванием ресниц. Вон там целые поля пшеницы. Без волосиков, значит не рожь. Точно пшеница. А, вот это зеленое, это Ну. типа поспевает, да? Оно сколько-то не надо. Блин, она крепкая. О. Ну, Да, вот. если покажи. Из этого делается хлеб. Блин, там оказывается еще один идет в ту сторону. Спорт не забрасываем, бежим. Бегим. С утра не успели, идем побегать по дорогам. Пробежечка, пробежечка. 100-метровочка. Ну, друзья, успели заснять поезд, как проезжает. Сейчас посмотрим, как тут раздвигаются шлагбаумы и убираются вот эти специальные устройства, которые останавливают транспорт. Друзья, тут километровая пробка на федеральной трассе на Московском тракте по дороге на Красноярск. Петя там с Аней остались в машине. Я вот вышел, решил прогуляться. Может быть, туда до конца дойду. Там вроде какие-то сигнальные маячки
Видимо, ГАИ вперед идет. Сейчас пойду узнаю, что там произошло. Сидим на железнодорожном переезде. Ждем. Пока все поезда не проедут. Там, кажется, Ну да. главное, чтобы машина там не Тут уже проехало 3 поезда. Видимо, сейчас 4-й будет. Ну, комфортно, можно Погода отдохнуть. вообще класс. Ветерочек дует. Тут надо столик поставить. Стаканчики достать. Чайку. У нас тут остатки Хорошо. Петиного чая. Еще из Читы. Читы. Нет, Нет. это другой. А, это с малиной, ягодой, это ну, малиной, да? чё, это Малину, малину на дороге купили. Это с Иркутска. Забутурили, ага. Еще и с этим, с имбирем. А, точно. Вот. И чай с имбирем, который в гостинице достался. И малина. Да, очень хорошо. Пробуем. Я в гостинице. Я в гостинице. Я в гостинице. В кафе. Из гостиницы? В кафе. В кафе. Хорошо сидим. Стоим в пробке, ждем поезд. Слушай, ну ждем поезд уже 5 минут точно можно было, проехать почти всем, да? Потом бы перекрыли. Чего вот так вот, тянуть-то по полчаса бы? Тут просто бешеное количество поездов по Транссибирской магистрали. Мы же едем отдыхать. Отдых у нас уже начался. Как говорят, все, что не делается, все к лучшему делается. Поэтому и так мы все равно на отдыхе. Вот тут уже на отдыхе сидим. Поэтому... Единственное, до Красноярска буду ехать. Не хотелось бы ночью выселяться. Ну что, Петь, поезд проезжает, думаешь, поедем? Нет, наверное. Думаешь, опять, еще будет? опять скажут, что еще один будет ждать. Это уже 4-й. А, это 3-й. А там сколько было их? Испытано на себе. Дорогие друзья, мы только добрались до города Красноярска. Дорога была очень изнурительной. На самом деле дорожное полотно лучше от Иркутска до Красноярска, но из-за поездов пришлось стоять очень долго в пробках. И поэтому мы очень сильно устали, добирались очень долго, только разместились. И вот сейчас именно стоим и любуемся ночным Красноярском. Ну и завтра уже собираемся ехать в Новосибирск. Строение, да. Красноярск. Вот тут мы жили. Такие вот новые райончики. Там новый район. Тут новый район. Там он строит. Очень большой город. Очень. Очень много машин. Парковок не хватает. Арбузы по 34 рубля. Будем дальше мониторить. Арбузы, говорю, по 34 здесь. Будем дальше мониторить. Я тебе не брал мороженое. У меня есть вот такой мазь и вот такой бинт. Потому что есть вот такая вот круглая нога, да? Да, Вот такая вот одна нога больше другой. Случайно получилось. Вот так получилось. Надо Второй будет. будем мазать. Да, иначе он в Сочи не сможет ходить никуда. Но перед этим обязательно нужно искупаться в Енисее. Обязательно. Со всех сторон город. По мосту переезжаешь на остров. И пляж сразу в городе.
Классно. Красноярск крайне удивил. Друзья, мы находимся в славном городе Красноярске. И я не могу упустить такую возможность искупаться в реке Енисей. И мы поэтому приехали специально на оборудованный пляж в центре города Красноярска. И я сейчас занырну, искупаюсь, поставлю новую галочку в своей жизни. Солнышко греет. Сейчас пойдем попробуем воду. Ну, все говорят, что Енисей холодный. На самом деле, по-моему, все нормально. На Байкале было прохладнее. Да, а на Индигирке зимой. Да на Индигирке вообще парное молоко. Да-да. Вон, смотри, уточка. Сейчас подколкнет. Утка там тебя ждет, намывает перья. Ой. Прохладно, да, Семен? Семен морж, ему можно. Это с первого раза кажется. Там, типа, на глубине, я вам скажу, так-то дубачок. Особенно, видимо, разница температур. На улице сейчас, я не знаю сколько, но под солнышком точно 30-ка есть. А водичка-то это пропадновасенькая на дне особенно. Надо двигаться. Нас предупредили, что Енисей холодный. Ну, пойдем ловить утку. Семен, хочешь потихонечку подплыть к ней? Да-да. Дикие охотники из Якутии. Без, Она нас поняла. без ружья. Она тоже пошла, она ждет. А нет. Она поняла, что Семен хочет Я как приблизиться. раз бесплатно. А у нее глаза на спине. Ну, любая охота дело фарта. А фортуну, как известно, в руках не удержишь. Ну, на самом деле классно. Вообще освежаю. Просто супер. Я бы жить переехал, наверное, в этот год. Красиво, хорошо, свежо. Водичка прозрачная, свеженькая. Мелкая галька. Ну, как мелкая галька. Камушки. Не должно быть. Белая. Подойди, поздоровайся. Друзья, здесь можно даже скородок не ставить. Охотиться даже не интересно. Они сами подплывают. Можно, мне кажется, поймать их просто за голову, за шею вернее. Ну, Семен, реальный морж. Почему холодная она? Нормальная вода. Пипец, он говорит, здесь она еще говорит, немного теплая, а там холоднее. Ну, правильно нам сказали, что она дубовая, блин. Она вроде лето же, уже август, блин. Середина августа. Она должна прогретая быть? Не, это типа у меня купалки такие. Горячо, горячо, горячо. Не, Видишь, ну, вон Есени горячо. Ой, то есть холодно. то есть холодно. Ей, видимо, горячо от холода. Не, ну это хочешь взбодриться, да, я не спорю, конечно, Да, можно. если но слишком холодно, то горячо становится. долго стоять в такой воде, блин, мне кажется, это... Если там слишком Что-нибудь себе отстудить. Если Не, на самом деле все нормально, все хорошо, становится. зато свежо. Ой. Камушки нашла? Да. Ну-ка покажи-ка камушки. Что за камушки?
Симпатичные, да? Возьмешь с собой? Вот это на лодочку похоже, а это чуть-чуть на дельфинчика. На дельфинчика? Ну-ка. И что, эти камушки с нами поедут? Да. С тем большим камнем, который с Байкала взят? Не, это маленький камень, а большой я все-таки оставила там. Молодец. Я маленький взяла такой полюсенький беленький. Пляж замечательный вообще. Ну что, галочка поставлена. В Енисее я искупался. Едем дальше. Это вторая сторона пляжа, другая судоходная. Там как раз бухточка. И нет течения. Ну, вот тут вот. О, и тут уточки сидят. И не одна. Люди их кормят, наверное, поэтому они здесь. Красотки. Кушаете? Вот такие вот мосты. Кораблики там стоят. Типа нашего Демьяна. Это я вообще не знаю, что такое. Торговый центр такой, что ли? Там еще один мост. Ну, очень классно. А, он еще мост там даже есть. Видимо, ЖД. Классно. Зелено. Зелень такая зеленая прям. Круто. Через 500 метров камера на 60. Я уже записывал видео про арбузы. Будем на убыль сейчас идти по ценовой политике арбузов. То есть в Красноярске 38 было, здесь надо было, ну, где-нибудь узнаем. Скорее всего, в Краснодарском крае где-нибудь по 10. Это же переход какой-то. Ну что, друзья, мы прошли сегодня 800, да? Друзья, мы прошли 800 километров, добрались из Красноярска до Новосибирска. Дорога была довольно легкая. Хуже, чем сама по себе дорожное полотно, хуже, чем из Иркутска до Красноярска. Но ехать было легче, потому что мы в Красноярске очень хорошо выспались. Михайловская набережная. Мы едем, друзья, на Михайловскую набережную. Вот сейчас сидим, смотрим по навигатору. Я вот разобраться пока не могу. Тут что-то 3 поворота налево, 2 вперед. Ну, Петя здесь более поопытнее. Тут сам дорогу выбирает. Но перед этим, друзья, мы должны будем зайти и перекусить. А перекусывать мы будем во «Вкусно и точка». И я наконец-таки сравню макдаковский бургер от «Вкусно и точка». Я в этом специализируюсь. Специалист по Макдаку. Вон набережная уже начинается, мы вдоль нее едем.
На вкусные точки мы не попали, там закрыто было, парковки нет. И нам пришлось уйти на мост. Теперь развернулись, едем обратно. Хорошо, что мы нашли парковку наверху от вкусной точки и спустились через торговый центр. Потому что здесь можно было заблудиться в этом городе конкретно вообще. И так мы прокатились по мосту туда-сюда по пробкам. В общем говоря, я заказал на пробу гамбургеры, чизбургеры, наггетсы, Ужас, коктейль ужас. и даже гранд-бургер. Как в тебя это залезет, не знаю. Это быстро залезет. Оно залезет, еще захочется. А на улице что там есть? Здесь есть что? А, кстати, да, можно? Да, пойдем на улицу, Семен. На улицу сядем. На улице? Там на улице есть столики, да. Прикольно будет. Заказ не надо подождать? Сейчас заберем, прием. Это метро. То, что я думал, это метро. Это метрополитен. Ну что, дорогие друзья, находимся во вкусной точке и вот пробуем первым делом чизбургер. Это я все себе набрал. Я являюсь официальным, можно сказать, дегустатором Макдака бургеров. Пробуем. Смотрим. Ну, булочка макдаковская, да. Котлета с рисом нет. Она не была никогда такой. Ну ладно. Да это другая она. Это вкусно, но это далеко не так. Очень-очень далеко. Ну ничего, будем сейчас еще другое пробовать. Да, есть. Они- Тебе немножко одолжит, а потом сейчас... Ребенок не выдержал, говорит, Она без соуса, без соуса. дай, говорит, поесть, говорит, что-нибудь. Залез к Семену в еду. Я не знаю, но я в этом не кайфую ничем, поэтому мне авторские бургеры нравятся в нормальных ресторанах, вот там классно, а это так как-то. И вообще я ничего не понимаю между Бургер Кингом, например, или Вкусной точкой, или там... Ну, KFC, понятно, там курица жареная в кляре. Здесь такого нет. Курица, да. А вот это... Я обычно беру всегда говяжьи котлетки. Это... Они наггетсы сейчас принесут? Да, тебе тоже принесут. Ты пока Семиных начни, потом отдашь ему целую одну штуку. Наггетсов. Семен, ты Кока-Колу взял? Или Пепси? Это разливная добрый кола. А это что за молоко? А это коктейль молочный, я еще до него не добрался. Да? Самые лучшие молочные коктейли были всегда в Макдаке. И самое лучшее кофе – это Мак кофе. Но сейчас я попробую коктейль. Кофе не стал брать. Да? Коктейль не попробую. По-моему, это время ушло, когда это было все супер-бупер. Мне кажется, сейчас сам Мак не делает супер, а делает лишь бы заработать денег. Ну, даже в Маке всегда вкус был разный. Вот, допустим, кушаешь за рубежом утром Мак, приезжаешь в Москву, днем кушаешь Мак, вкус разный. Но он в любом случае не повторимый. Сижу, думаю, что-то упало. Они прям в глаза заглядывают. Дай жрать, говорит. Так рядом вообще. Прикольно такие. Че, вкусно, Есень? Аня, как тебе креветки? Нормально. Нам объяснили, что именно на этой ветке нужно заходить в правую сторону, чтобы ехать в город, а в левую, чтобы ехать на остаточную ветку. Так. В новосибирском метро
лучше не проходить со стаканчиком с напитками, чтобы не мусорить. Чистенько, убрано, говорят, ну, не надо, уроните, разольете, и при этом нам еще какие-то европейские страны говорят про культуру. У нас культура самая культурная. Так, проходим просто по карточке. Все. Так. Не надо покупать. Ничего? Че? Что, пойдем на эскалатор? Давайте. Один разобранный, правда. Ну, подъем, конечно, тут не московский. Очень маленький. Совсем. Можно сказать, пару этажей всего. Тюмень. Метро называется Лесной вокзал. А, тут разные города. Вон, Барнаул. Барнаул. Омск есть. О, Сеньки. Новосибирск он там. Тобольск. Чисто, аккуратно. Попрошаек нет, бичей нет. Сургут. Друзья, из-за того, что в городе большие пробки, нет парковочных мест, мы решили зайти в метро и поехать буквально 2 остановки до центра города. Да, так намного проще будет. Так, чисто прогуляться, ну и заодно Да. посмотреть. Приехал поезд. Кое-как дотянулся. 2 остановочки, и мы на площадь Ленина. СССРовское панно, 100%. Классно. Так, вышли мы на площадь Ленина. Я так понял, площадь там. Пойдемте? Ленин-то тут не один. С компанией. Друзья, мы находимся в самом крупном сибирском городе Новосибирске. И сейчас мы находимся именно в его центре, на улице Ленина. Просто ходим и любуемся. Между прочим, это 3-й крупный город в России по населению. Здесь проживает 1,6 миллионов человек. Приехали мы на метро, опять 2 остановочки, и мы уже на набережной. Вот тут можно кататься даже. Друзья, мы погуляли по центру, ну и наконец вышли на набережную Великой реки Обь. И сейчас ищем место, где искупаться. Потому что Семен решил купаться во всех крупных Да, у меня реках. задача, раз мы едем по нашей всей страны. стране, вдоль всей страны, обязательно необходимо искупаться в самых крупных реках, чтобы сказать, что я там был. Это что такое у тебя? Это апельсинка. Это апельсинка? Нет, апельсинки такие не бывают. Это какая-то ягодка. Да. Вон они, видишь, эти ягодки растут на дереве. Я забыл, как это называется. Как это называется? А, это рябина, видишь? Семен больше знает про рябину, чем я. Мне что понравилось, Семен, что у них всегда чистые вот эти баки, пустые. Потому что я возле дома там настолько огромные дома, огромный объем людей проживает. Я сегодня пошел мусор в баки выкидывать, они пустые. Это мы сегодня с Петей посмотрели фильм «22 пули». В общем говоря, фильм с Жан Рено.
где показывается Испания или Италия. Или это Франция. Это Марсель. Франция, Марсель, да. И там вот прямо крупным планом показано, как у них в центре города стоят мусорные баки рядом с мусором. Ну вот как у нас в 90-х в Новый год. Да, и вот так навалено на это самое. Ну, они прям музыку там какую-то играют в центре города, а мусор лежит вот так слоями. Еще нас учат культуре какой-то. Ну да. Горячие напитки, блины. Семен Семенович, он там что-то вышагивает. Хромает, у него с ногой беда. Подопухло. Мажет, но пока не помогает. Так, вот это вот опасные штуки. Машинки вот есть. Советские еще. Держись. О, прыгай. И все. Да, тут чертово колесо, как его называют, или колесо обозрения, со своим шармом оно стоит. Мало того, что оно немного на горке от набережной, оно еще и на постаменте стоит, на большом бетонном. Поэтому оно, наверное, выше всех, каких я видел. Я был в Азербайджане. Там тоже новая, здоровая стоит. Но, по-моему, это больше, если вместе взять. Ага. Оплачивается прям тут, да? Собираемся на чертово колесо. Оно над нами Капает еще. капает кондиционерами. Здесь даже есть кондиционер. Ну, хорошо, можно посидеть, отдохнуть. О, да, не мешало бы. То я на набережную успел 2 раза сгонять. Сейчас посмотрим, насколько она длинная. Ну, хотя нам надо успеть искупаться, кстати. Да. Кстати, будет Отдохнуть от кого? Мамы. Будешь наггетс? Все, у меня руки вспотели. Боязнь высоты все же есть. У меня ладошки прямо потные. Вот, Семен, вон эти пляжики, я про которые ты говоришь? Которые возле моста? Да, вон прям видно вот эти песочки. А ты не Вон тут мост, согласен? и вот ты его переезжаешь справа, Это вон может они, быть нам песочная съездить часть. туда, и это потом на конце Нам вот на купалку, Семен, чтобы искупался, нам надо вот будет интересно. вон туда съездить. Километров от Новосибирска есть водохранилище. А этот парк называется Звезда. 50 метров. Плавно поверните направо, а затем плавно поверните налево. Ее, мне кажется, нужно вырубать уже эту балку. Она только мешается. До конца маршрута осталось 300 метров. Ну вот, о, какое водохранилище. Там даже на парашютах люди летают, смотри как красиво. Или это специально сделано, замануха такая, парашют этот летающий. Сейчас все посмотрим. Наверное, его называют Новосибирским морем. Где-то я такое слышал. В Краснодаре называется Краснодарское море. Там его нету, тоже водохранилище. Оно огромное, блин.
Семен готовится к купалке. Ну да, она огромная. Вон народ балдеет на парашютах. Гоняет. Для них самый кайф, наверное, такой ветер. Оно просто огромное. Орлы или ястребы летают. Ждут, пока парапланеристы разобьются, видать. Ну что, друзья, Новосибирское море. Мы сюда добрались. Сейчас я здесь буду купаться. Это водохранилище, река Од, Новосибирская водохранка. Сейчас буду купаться. Ребята в шоке. Мы на море. Мы реально на море. Оно даже соленоватое, я попробовал. Какого фига вообще? Я не понимаю. Но это всего лишь Новосибирск. Мы не в Сочи. Еще. Семен готов? Я не могу далеко пройти, меня замочишь. Солнце мешает, засвет будет. Ну тут тепло. Тут купаться не хочу. Камни, видать, специально насыпаны. Вот такие вот. О, меня сталкивают. Ветрено, поэтому плохо слышно, поэтому хорошо поддержим. В общем, круто, очень тепло, вода пресная, неудобно, как на море. Я пошел дальше, купаться. Мы думали, сюда заедем, просто искупнусь и увидим, поставим галочку. Нет, мы здесь будем нырять дальше.